Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана и национальный лидер туркменского народа приняли главу туркмено-австрийского общества и председателя японо-туркменской межпарламентской группы дружбы. В Ашхабаде стартует международная выставка современных технологий и пищевого производства. МИД Туркменистана определили ключевые направления сотрудничества с Евросоюзом и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Тышааки Энда. Стороны провели заинтересованный обмен мнениями по приоритетным аспектам туркмено-японского партнерства. Одним из ключевых векторов туркмено-японских отношений является торгово-экономическое партнерство. Большое значение придается деятельности совместного комитета. В этом контексте подчеркивалось, что Туркменистан и крупные японские компании накопили многолетний опыт взаимодействия в различных сферах, в том числе в газовой отрасли и химической промышленности. Президент Сердар Бердымухамедов принял главу туркмено-австрийского общества Неду Бергер. В ходе встречи обсуждались культурно-гуманитарные связи, в частности, проведение в текущем году в Туркменистане 6-го Венского бала и создание в Ашхабаде Дома Австрии в будущем 2025 году. Вы являетесь давним и истинным другом Туркменистана. На протяжении многих лет вы активно участвуете в проводимых в нашей стране различных праздниках, последовательно вносите вклад в развитие межгосударственных отношений, сказал президент Сердар Бердымухамедов. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Тышааки Энда. Во встрече также приняла участие член Палаты представителей парламента Японии Аяно Сато. Отметив, что Туркменистан и Япония конструктивно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, национальный лидер туркменского народа высказал в адрес японской стороны благодарность за поддержку нейтрального статуса и миролюбивого внешнеполитического курса Туркменистана, а также его инициативы о провозглашении следующего года Международным годом мира и доверия. В следующем году под этим девизом будет проведен ряд мероприятий, сказал Гурбангулы Бердымухамедов, пригласив принять в них участие представителей Японии. Пользуясь случаем, Тышааки Энда также пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Всемирную выставку Экспо-2025, которая пройдет в Японии в следующем году. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов также тепло встретил главу туркмено-австрийского общества, поздравив ее с недавним юбилеем. Гурбангулы Бердымухамедов выразил огромную благодарность Бергер за усилия в сближении двух стран, налаживание мостов дружбы и сотрудничества. На встрече особое внимание было уделено важности укрепления двусторонних культурно-гуманитарных связей. В завершении встречи национальный лидер туркменского народа отметил, что будет рад видеть Неду Бергер в числе почетных гостей на предстоящих торжествах в честь 300-летия Махтум-Кули Фраги. В туркменской столице начала работу международная выставка современных технологий пищевого производства «Агропэк Turkmenistan and Turkmen Food». Организаторами смотра выступают торгово-промышленная палата Туркменистана и международная компания «Софлар». Цель выставки – продемонстрировать достижения страны в области агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также наладить сотрудничество между отечественными и зарубежными компаниями для обмена опытом, технологиями и продукцией. Сама выставка продлится до 17 мая. Сегодня и завтра экспоцентр можно посетить с 10 утра до 6 вечера. В последний день с 10 до 15:00. На первом заседании конференции «30 лет партнерства Туркменистана и ЕС» туркменская сторона обозначила приоритетные сферы взаимодействия с Европейским Союзом. В ходе конференции глава МИД Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул значимость наращивания потенциала в разных областях. Главным приоритетом также является безопасность во всех ее измерениях – глобальном, региональном и национальном, которые тесно взаимосвязаны. Мередов заявил, что Туркменистан неизменно выступает за глобальный мир и безопасность. Страна заинтересована в обмене опытом и сотрудничестве в этой области. В рамках своих возможностей вносит вклад в борьбу с терроризмом, транснациональной преступностью и наркотрафиком. Сферой, требующей повышенного внимания в партнерстве между Туркменистаном и ЕС, является изменение климата. Среди перспективных областей также энергетика, транспорт и зеленая экономика замкнутого цикла. Туркменистан и Германское общество по международному сотрудничеству заключили соглашение о реализации масштабного проекта, направленного на смягчение последствий изменения климата.
Проект под названием «Меры и политический диалог по борьбе с изменением климата» в 2024-2028 годах стартует в ближайшее время. Соответствующий меморандум был подписан 14 мая в Ашхабаде представителями Министерства энергетики Туркменистана, государственного концерна «Туркменгаз» и ГИС. Саудовская Аравия передала в дар Туркменистану 25 тонн фиников. Партия священного в исламе фрукта была передана Центром поддержки и гуманитарной помощи короля Салмана. Торжественная церемония передачи состоялась в посольстве Саудовской Аравии в Ашхабаде. Полученные финики будут распределены среди мечетей и мусульманских общин Туркменистана. Система высшего образования в России претерпевает значительные изменения. С 2025 года в стране исчезнет понятие «бакалавр». Вместо этого будут два уровня – базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Новая система образования призвана сделать возможности студентов более гибкой и актуальной для современных реалий. Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет, в зависимости от специальности. В пустыне китайской провинции Ганьсу установлены светофоры, регулирующие движение верблюдов. Это необычное решение было принято местными властями в связи с ежегодным фестивалем, который привлекает в регион тысячи туристов. Катание на верблюдах – одно из главных развлечений праздника, и в этом году сюда было привезено 2,4 тысячи этих животных, многие из которых шли по древнему шелковому пути. Светофоры должны помочь упорядочить движение верблюдов и сделать его более безопасным как для животных, так и для туристов. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Туркменистана присудил Туркменбашинскому Шагадаму техническое поражение со счетом 0-3 в матче 10-го тура высшей лиги против Алты-Насыра. Об этом свидетельствует обновленная турнирная таблица на сайте ФФТ. 24 апреля Шагадам принимал Алты-Насыр на домашнем поле. Встреча была остановлена на 83-й минуте при счете 2-0 в пользу гостей и не доиграна. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.